Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ о награждении Беслана Валерьяновича Кубахи ордена Махидзапша третьей степени за заслуги перед Республикой Абхазия, активную общественно-политическую деятельность. Рауль Хаджимба подписал указы о присвоении почетных званий за заслуги в педагогической и научной деятельности. Значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. Ашуба Нелли Кучировне присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия». За многолетнюю плодотворную работу в энергетической отрасли, высокий профессионализм Ашуба Светлане Шукриевне присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Абхазия». За многолетний труд, заслуги в области строительства и строительной индустрии, почетное звание «Заслуженный строитель Республики Абхазия» присвоено Аршба Анатолию Николаевичу. Подведены итоги курортного сезона. Как отмечают в Министерстве по курортам и туризму Абхазии, несмотря на не очень хорошее начало в этом году, сезон 2018 оказался лучше прошлогоднего. Около 1 миллиона человек отдохнули в Абхазии в этом году. Ирина Аршба продолжит тему. Туризм – главная отрасль абхазской экономики, и налоговые поступления от этого вида деятельности приносят в бюджет немало средств. От того, насколько удачным будет курортный сезон, зависят не только поступления в госбюджет, но и благосостояние граждан республики, так как почти все население страны так или иначе задействовано в обслуживании туристов. В этом году начало курортного сезона не радовало и не вселяло оптимизма. Низкий старт туристического сезона министр по курортам и туризму Автандилгарске обуславливает проходившим в это время в России чемпионатом мира по футболу. После окончания мундиаля, а также в сентябре и октябре количество туристов заметно увеличилось, и бархатный сезон благодаря хорошей погоде порадовал, особенно в плане экскурсий. В начале сезона неоднократно в своих выступлениях говорили о том, что не надо опускать руки. Почему? Потому что туризм имеет как положительные факторы, так и отрицательные. Весь сентябрь, можно сказать, и октябрь месяц погодные условия благоприятствовали. И вот тот пробел, который был в начале сезона, особенно в экскурсионной сфере, он был восполнен благодаря погодным условиям. Всего в Абхазии, по данным на 1 ноября 2018 года, отдохнули около 1 миллиона человек. И это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. Из них 550 тысяч – это туристы, которые были размещены в различных гостиницах и домах отдыха, а 450 тысяч – туристы, заехавшие на экскурсии. По-прежнему самыми посещаемыми местами в Абхазии остаются озеро Рица и Новый Афон. Пещеру в этом году посетили 275 тысяч человек. Что касается Рицинского национального парка, то за 10 месяцев текущего года в заповеднике побывали 386 204 туриста. Основными факторами, влияющими на увеличение людей, желающих отдохнуть в нашей стране, все еще остаются развитие инфраструктуры, сервиса и, самое главное, доброжелательное отношение к отдыхающим, обеспечение их безопасности. Кстати, министр с удовлетворением отметил, что в плане безопасности наметилась хорошая тенденция уменьшения правонарушений, связанных с туристами. Конечно, проблемы остаются, но есть тенденция к улучшению, однозначно. Я расскажу на примерах. Буквально в 2014-2015 году мы получали ежедневно справки о том, знаете, да, разбивают стекла на автомобилях. Ежедневно таких случаев было до 10, до 15. Вы можете себе представить. На сегодняшний день этого вида преступления как такового уже, можно сказать, нет. Что касается отношения к туристу, что касается подходов к туристу, там грубое отношение или, скажем, карманных краж, или вообще грабежей, связанных с туристами и так далее, то же самое. Тенденция к уменьшению идет. Мы маленькая страна, и мы хотим, чтобы таких случаев у нас вообще не было.
На сегодняшний день в нашей стране 426 объектов размещения туристов. В них 25 310 койко-мест. Для Абхазии это, наверное, не так мало. Но если сравнивать с соседним регионом, то, к примеру, только в одном Олимпийском парке Сочи такое же количество мест. По словам Автандила Гардския, на данный момент около 100 земельных участков выделено под строительство объектов отдыха, что, безусловно, положительно скажется не только на развитии отрасли, но и на всей экономике. Около 100 граждан, которые будут строить свои гостиницы. Это в ближайшие 2-3 года около 50 гостиниц будет построено. Это очень хорошие показатели в том смысле, что вокруг этих гостиниц будет так называемая построена своя инфраструктура. То есть имеется в виду магазины, парикмахерские, кафе, рестораны. То есть это напрямую связано с увеличением мест. Вообще туризм связывают с количеством рабочих мест. Министерством по курортам и туризму ведется большая работа по продвижению национального туристического продукта. Ведомство активно участвует в крупных международных выставках, работает с туроператорами, широко рекламируя отдых в Абхазии. Ежегодно проводится аттестация экскурсоводов, а также проверка экскурсионных фирм на предмет наличия и заполнения путевок единого образца. Буквально на днях в Сухуми начнется международный туристический форум, на который приглашены ведущие туроператоры различных регионов Российской Федерации и Сирии. Ко всем мероприятиям, связанным с туризмом, мы относимся серьезно и должны показать тем, кто сюда приезжает, я имею в виду туроператоров, российские турфирмы, то, как мы принимаем здесь тех туристов, которых они к нам присылают. По прогнозам Министерства по курортам и туризму, предстоящий туристический сезон 2019 обещает быть неплохим. И готовиться к нему надо уже сейчас. Можно активнее развивать и продвигать новые туристические маршруты, работать над улучшением сервиса и инфраструктуры. И тогда мы будем подводить гораздо лучшие итоги. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Печальная весть. Ушла из жизни известный публицист, культуролог, директор Центра этноконфессиональных исследований в СМИ при Союзе журналистов Российской Федерации Сульета Кусова-Чухо. В Абхазии имя Сульеты Кусовой-Чухо стало известно после проведения 2 международных кинофестивалей «Кунаки». Являясь президентом кинофестиваля «Кунаки», Сульета Кусова активно занималась проектами, направленными на представление жителям России позитивного имиджа Кавказа и населяющих его народов. Сульета Кусова-Чухо накануне провела последний в ее жизни кинофестиваль в Махачкале, а в понедельник утром ее не стало. Сульету Аслановну похоронят во вторник под Краснодаром, в родном ауле Афипсип, где на улице, носящей имя ее отца, героя войны и труда Аслана Чухо, находится родовой дом Сульеты Кусовой-Чухо. Сульета, она такая была вообще человек очень целеустремленный, энергичный, и даже как-то в голове не укладывается, что вот она могла уйти из этой жизни, потому что кажется, что такой человек очень напористый, человек-организатор, человек, которому удавалось очень многое создать вот и в медийном пространстве, и в документальных фестивалях документальных фильмов. Казалось бы, что она вот еще долго будет заниматься вот этими своими проектами. Действительно, нужно обладать было очень серьезными, специфическими, организаторскими талантами, чтобы создавать все то, чем она занималась. Это и кинофестивали, и многочисленные интервью, которые она делала с известными людьми. И, конечно же, вот те непосредственно программы, которые она вела и которые были популярны, потому что она обладала таким качеством, знаете, очень быть человеком искренним, непосредственным, и к такому человеку всегда располагались как бы с доверием. Экологическая ситуация в Абхазии остается сложной. Вначале американская белая бабочка, затем огневка, уничтожившая самшит.
клоп, поедающий урожай, пальмовый долгоносик, угрожающий пальмам. Наши растения постоянно подвергаются опасности. Вот почему любая вырубка деревьев в Абхазии очень болезненно воспринимается в нашем обществе. Понятно, если эту самую вырубку проводят в профилактических целях, но когда в центре столицы вырубается хотя бы одно, но ценное дерево, причем по непонятной причине, возникают вопросы. В одном из них попытались разобраться наши корреспонденты. Репортаж Саида Джарсалия. Буквально несколько дней назад в парковой зоне у гостиницы «Интерсухум» проводились работы по облагораживанию территории. Сухие деревья и кустарники были спилены. Среди вырубленных деревьев было и декоративное дерево османтус душистый. Этот факт был неоднозначно воспринят жителями столицы. Вначале виновными в вырубке ценного дерева назначили столичное зеленое хозяйство, но, как нас заверили в управлении, они не имеют никакого отношения к случившемуся, так как управление вообще не выдает разрешения на вырубку деревьев. Такие ситуации не совсем часто, редко бывают, потому что в городе без ведома экологии, вот мы, зеленое хозяйство, тоже не имеем права даже ветку резать. Ну, в данном случае здесь как бы ошибочно порезали, произошел этот. Но они за это, как бы я с экологией разговаривал, они понесли, тоже акт составили, понесли, штраф платить заставили их. И как бы они обещали, что взамен посадят такое же дерево. Мы вообще разрешительные документы никакие не выдаем, выдает Министерство по экологии. Мы сами у них просим разрешения, если какие-то в городе какие-то мероприятия. А так люди, частники обращаются сами в экологию, оттуда идут в коммунальное хозяйство, там оставляют заявление, а потом уже нам передают, мы выполняем. С вопросом о том, почему и кем было срублено дерево, мы обратились к руководству гостиницы «Интерсухум». Здесь положение такое было, что слишком все наросло друг на друга, и джунгли образовались. Здесь никто не чистил никогда, и мы решили почистить. То есть убрать беспорядочные растения и посадить культурно уже каждый, чтобы на своем месте было. Пошли в Министерство экологии, взяли у них разрешение на вырубку деревьев ненужных. И оказалось здесь нужное дерево, которое мы сами на самом деле очень сильно хотели, потому что оно запах давало такой, что все наши гости спрашивали, что за освежитель у вас. Мы говорили, вот это у нас природный освежитель, то есть хвастались этим. Ну, так получилось, халатность рабочих, они вырубили это. Ну, мы когда увидели, уже поругали их, но смысл какой, уже самого дерева не было. Чтобы произвести вырубку даже больного дерева, надо иметь специальное разрешение от Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы. Получив разрешение на вырубку одного клена и обрезку кустарника в парковой зоне у гостиницы «Интерсухум», рабочие по незнанию спилили и османтус душистый. Госкомитет по экологии и охране природы наложил штраф на гостиницу. Официально они получили заключение на порубку одного дерева клена и одного дерева берючины для формовки, то есть на определенном уровне срезать верхушку. На что они получили соглашение. Но, к сожалению, кроме этого, прицепом взяли еще третью. Но по объяснению администрации, это рабочие по незнанию, они порубили это дерево. После подсчета ущерба администрация была подвергнута административному штрафу, который составляет, к сожалению, 3000 рублей. На месте срубленных деревьев руководство гостиницы планирует посадить другие декоративные растения. А еще есть надежда, что срубленное дерево османтуса душистого даст новые ростки. Для этого руководство гостиницы проводит необходимые мероприятия. Что касается зеленого хозяйства столицы, оно сейчас занято лечением пальм и своими прямыми обязанностями, озеленением парковых зон и улиц столицы, в том числе и набережной, где и сегодня распустились петунии, украшая наш город не только своей красотой, но и ароматом. Саид Джарсалия, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Гагарскому лицею-интернату присвоено имя Алексея Максимовича Канжаря, человека, долгие годы бессменно руководившего этим учебным заведением. Торжественное мероприятие, посвященное знаменательному событию, прошло на днях в стенах интерната. Об этом материал подготовлен нашими коллегами из Гагра ТВ.
На мероприятии, посвященном присвоению имени Алексея Канджари Гагарскому лицею-интернату, присутствовали его родные и близкие, руководство Гагарского района, выпускники школы-интерната разных годов, работники отдела образования, представители школ Гагарского района. В официальной части выступавшие отмечали качество Алексея Максимовича, говорили, что он был строгим директором, но при этом интеллигентным, пользовавшийся большим уважением человеком. Школа-интернат номер 1 была открыта в 1956 году. Первым директором интерната тогда был назначен Алексей Несторович Кирия. Проработал он недолго. После его смерти в 1959 году на этой должности был утвержден Алексей Максимович Канджари, работавший в интернате преподавателем физкультуры. Именно при Алексее Максимовиче в стенах этого здания забурлила настоящая школьная жизнь. Школа-интернат могла принять до 300 учащихся. Само здание состояло из 2 корпусов. Здесь учились и мальчики, и девочки. По воспоминаниям выпускников интерната, помимо того, что они получали хорошие знания по всем предметам, в школе всегда царила строгая дисциплина. Директор нес ответственность за каждого ученика. Необходимо отметить, что многие выпускники школы-интерната разных годов сегодня занимают руководящие должности. По их словам, в этом в первую очередь заслуга директора и преподавателей школы-интерната. После Отечественной войны народа Абхазии на базе школы-интерната был открыт колледж для мальчиков «Башаран». Вскоре «Башаран-колледж» был преобразован в Гагарский лицей-интернат. Былую славу, которую имел интернат еще 60 лет назад, сегодня гордо несут педколлективы и учащиеся лицея-интерната во главе с его директором Лианой Пиля. И сколько бы ни прошло времени, с этим учебным заведением будет всегда связано имя Алексея Канджари. Он родился 15 июня 1929 года в селе Бзыкта. Окончив 7 классов в годы Великой Отечественной войны, он вынужден был работать в колхозе. Спустя несколько лет его назначают бригадиром. Затем Алексея Максимовича переводят в сельсовет секретарем. С работой в сельсовете он еще и совмещал учебу в школе. В 1949 году Алексей Максимович поступает в Архангельский государственный педагогический институт. В 1954 году возвращается на родину, где начинает работать в спортивном лицее директором. Через 2 года его переводят в школу-интернат номер 1, где он проработал директором 37 лет. В завершении церемонии о присвоении его имени лицею-интернату Илья Канджари выразил всем благодарность за организацию и участие в мероприятии. Более 400 участников из 35 стран мира приехали в Петербург на 13-й ежегодный международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур». В течение 3 дней журналисты, режиссеры, блогеры и другие обменивались не только профессиональным опытом, но и рассказывали о культуре, традициях и обычаях своего народа. По словам организаторов, именно это и является диалогом культур. Лана Апшилава приняла участие в медиафоруме. На протяжении многих лет медиафорум «Диалог культур» является крупнейшей международной площадкой на территории России для обмена мнениями и профессиональным опытом между представителями традиционной журналистики и новых медиа. В этом году я надеюсь, что мы сделали такую программу, что участникам будет интересно. Было замечательное выступление, если вы помните, главных редакторов: Андрея Мелехина, Рамира, Райчева, великого философа из Болгарии. Молодые журналисты, которые представили, австрийцы, там, испанцы, свои проекты, выступления наших других журналистов. Главное, чтобы вам было интересно. Если вам интересно, если вы захотите на следующий год приехать сюда, значит, форум состоялся, и мы не зря собрались. Преодолев путь в сотни и тысячи километров до Санкт-Петербурга на остановке «Эрмитаж», молодые журналисты, вне зависимости от национальной принадлежности, становятся участниками крупнейшего медийного события и совместными усилиями ищут ответы на медиавызовы, создают свои трансграничные проекты, перенимают опыт коллег из разных стран мира, приобретают новых друзей. Диалог культур в Петербурге проходит уже 13-й год подряд. Но вот участник из Индии Ануч Мидхави здесь впервые. В северную столицу он привез свой фотопроект, отражающий быт индийского народа. Это интересно, потому что описывает рабочие будни простых людей в Индии, и люди могут увидеть, как протекает повседневная жизнь.
Участница форума Пратиба Сингпанут тоже из Индии, но ее работа, представленная на выставке, носит мифический характер. В чем и заключена прелесть экспозиции. Она учительница, а это ее ученица. И она отнеслась к ней как к дочери и попыталась воплотить ее идею в жизнь. Это и фотография, и использование фотошопа. Это то, как выглядела ее идея, как в ее воображении, и то, что она хотела изобразить. Фотовыставка «Я здесь живу» собрала десятки работ, как и фестиваль документального кино, проходивший в рамках медиафорума. Журналисты не только представляли свои работы коллегам, но и не скупились делиться опытом, проводя различные мастер-классы. Уникальная возможность общаться с журналистами из других стран, перенимать опыт, ну и, конечно же, обмениваться хитростями работы. Заключительной частью форума стал диалог на практике. Участникам были организованы рабочие экспедиции. Те, кто не поехал в Великий Новгород и Выборг, остался любоваться Петербургом. Это мега красиво. На самом деле это большая честь находиться здесь и снимать такую красоту. Архитектурные памятники, тут все красиво, все замечательно. И вот у меня просто глаза разбегаются, чтобы это все просто успеть снять. Форум на самом деле оказался очень интересным, потому что столько людей, столько национальностей, столько стран оказались в одном месте, в одном зале музея, и все они имеют возможность не только общаться друг с другом, что, несомненно, очень важно, но и смотреть на искусство, причем здесь собрано мировое искусство. Это очень интересно, и люди смотрят, они наслаждаются, они видят как Россия прекрасна, и что сюда можно возвращаться и возвращаться. И точно так же для журналистов, которые приехали, для них это площадка для общения, они могут общаться и делиться практиками. Медиафорум молодых журналистов завершен. Ежегодно, подводя итоги работы, организаторы вручают деятелям культуры и представителям СМИ знаки за весомый вклад в диалог культур. От имени Международного сообщества журналистов и Государственного Эрмитажа в этом году награду получили веб-сайт Russia Today, российская газета, канал «Культура» и дирижер Владимир Спиваков. 13-й международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур» завершился торжественным посвящением участников форума в друзья Эрмитажа. Лана Апшилава, Артур Каландя. Специально из Санкт-Петербурга для Абхазского телевидения. В минувшие выходные в столице прошел 8-й чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм. В нем приняли участие до 25 команд. Организатором чемпионата выступает интеллектуально-творческий клуб «Дюна». Ведущим игры был двукратный обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский, который отметил высокий уровень подготовки наших игроков. Кстати, совсем недавно пришла приятная весть о том, что знатоки Абхазии получили лицензию на проведение игр «Что, где, когда» от Международной ассоциации клубов «Что, где, когда». Решение об этом принял председатель ассоциации Александр Друзь. Об участниках и победителях чемпионата Абхазии в репортаже Алики Трапш. Для фанатов интеллектуального досуга чемпионат – долгожданное событие. Отрадно, что с каждым годом число его участников увеличивается. Так, в нынешнем году в чемпионате приняли участие до 25 команд. В его рамках состоялся отборочный тур, по итогам которого в финал прошли 12 команд. Они состязались в игре «Что, где, когда». Ведущим финала игры стал двукратный обладатель «Хрустальной совы» телевизионного клуба «Что, где, когда» Михаил Скипский. Он приехал в Абхазию по приглашению Государственного инвестагентства. Как-то в 90-е японские сектанты попытались на японской же машине похитить мешавшего их деятельности православного попа. То, что произошло в начале их плана, напомнило сцену из советского мультфильма, где на месте попа был он. Назовите его. Это Винни-Пух. Михаил Скипский рассказал, что несмотря на сложность вопросов, заметно, что уровень знаний абхазских знатоков довольно высокий, а игра проходит очень весело и азартно. Ребята борются, там пишут апелляции, пытаются доказать, что они достойны большего. Вопросы довольно сложные, на них
правда, многим командам тяжело играть, они правда сложные, это не без ложной скромности. Борьба очень азартная, яркая и очень эмоциональная. Ну, в сущности же любой спорт, что когда в том числе создан ради эмоций, и эмоции здесь все получают и игроки, и зрители, и даже я, как ведущий, да, все равно обмениваюсь залом какими-то энергиями. В игре «Что, где, когда» 3 раунда. В каждом из них по 12 вопросов. В ней 2 возрастных зачета – молодежный до 25 лет и общий, без возрастных ограничений. Как и в телевизионной версии игры «Что, где, когда» знатокам давалась 1 минута на размышление. Только ответ нужно было не озвучивать, а быстро написать на бумаге и сдать жюри. Игра была очень напряженной и захватывающей. У игроков команд зашкаливали эмоции, ведь каждый хотел стать обладателем главного приза чемпионата. За 8 лет у чемпионата появились свои фавориты. Также есть и новые участники. Я считаю, что эти игры обязательно необходимо проводить в Абхазии, да и вообще где угодно, потому что для молодежи и не для молодежи это тот вызов, который дает опыт и настроение. Ты заряжаешься настроением, и ты понимаешь, к чему тебе дальше расти. Это очень важно для нас, чтобы знать, куда нам идти дальше. Мы участвуем 3-й раз уже. Готовимся всегда по таким секретным определенным своим методикам, но на этот турнир, к сожалению, чуть-чуть меньше было времени на тренировки. Первый полуфинал, когда был, мы уверенно вышли из 11 команд со 2-го места, проиграли только бывшим чемпионам, команде 12 разделанных мужчин. Сегодня сейчас показали неплохой уровень, но все-таки можем лучше, знаем, что можем лучше. По итогам игры «Что, где, когда» в молодежном зачете 1-е место заняла команда Шрейдингера, на 2-м – «Омлет», а 3-е у команды «НАЦ». Чемпионами общего зачета «Что, где, когда» стала команда «Brothers», и именно им достался переходящий кубок чемпионата. Необходимо проводить такие игры для того, чтобы поощрять нашу молодежь, тянуться к знаниям, читать книги. Вот сегодня это очень символично на самом деле, что мы собрались в здании Национальной библиотеки. Недалеко от книг, это очень здорово, и мы вообще стараемся и в качестве подарков преподносить тоже книги, для того, чтобы поощрять чтение, поощрять тягу к знаниям, тягу к саморазвитию. Также в рамках 8-го чемпионата Абхазии по интеллектуальным играм прошли турниры по брейн-рингу и своей игре. В брейн-ринге победу одержала команда Brothers, а победителями своей игры стали Владимир Миронов, Михаил Кирия и Аслан Зантария. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода. На побережье временами дождь, местами сильный. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем 10-15 тепла. Температура морской воды плюс 18. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.